Рамадан на канале Аль-Атисам 1445 года по хиджре. Альхамдулиллах, кама янбагhi ли джалали ваджхихи ва азими султаних. Ва ашхаду ан ла илляха илляллах вахдаху ла шарика лах. Ю'иззу ман яша'у бифадлих, ва юзиллу ман яша'у би'адлих. Ва ашхаду анна Мухаммадан абдуху ва расулуху саллаллаху алейхи фил аввалин, ва саллаллаху алейхи фил ахирин. Дорогие мусульмане, месяц Рамадан, месяц победы, месяц геройства. Многие события случились в этот месяц, которые поменяли ход истории. Не как некоторые или многие из нас представляют месяц Рамадан, месяц отдыха, месяц сна. Нет, наши предки в этом месяце сражались, в этом месяце были битвы. Даже первая битва, которая была пророка саллаллаху алейхи вассалям, который он встречался с кафиром, был месяц Рамадан. Пока даже Аллах субханаху ва тааля не обязал поститься Рамадан месяц, это был обязанность, начался у нас в втором году хиджри. В первом году хиджри было отправлена маленькая группа армии пророка саллаллаху алейхи вассалям во главе Хамза ибн Абдуль-Мутталиб. Это тоже был Рамадан месяц. Этом армии не случилась битва, но отправлена была в месяц Рамадан во главе 30 мужчин Хамза ибн Абдуль-Мутталиб, радийаллаху анху. В втором году хиджри самое большое событие, которое в истории ислама случилось, которые разделили между мусульманами и кафирами, это была Газвату Бадр. Это была битва развлечений между исламом и куфром. И там показали мусульмане, сподвижника пророка, саллаллаху алейхи вассалам, много героизма показали сподвижника пророка, саллаллаху алейхи вассалам. Даже молодые, 15-летние, спрашивали Муад и Муаввад, два сына Афра. В этом битве 5 братьев участвовали, если не ошибаюсь, или 7 братьев. Одной женщине 7 детей участвовали в этом битве вместе. Больше истории такого не было. В одном битве 7 детей было. Это оба спрашивали Абдуррахман ибн Ауфу, который из них является Абу Джахль. Они говорят, зачем вам он нужен? Мы, говорит, услышали, что он ругает посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалам, и мы не хотим оставить его живым. Вот молодые. Какие их мысли, какие высокие цели у них были, будучи молодыми. Почему? Потому что дети их воспитывали, общество, и семья, и мать, и отец, чтобы с детства они защищали ислам, и мусульман, и пророка, саллаллаху алейхи вассалам. Наши дети сейчас, большинство из мусульман, 15-16 лет тоже там. Мама за ним бегает, каждую секунду за ним беспокоится, даже во двор выйдет, боится за него. А Афра, этой женщины, 7 детей в одном битве участвовали. Это была битва Рамадан месяц в 2 году хиджри. Очень много сражений случились мусульман в Рамадан месяце. В 23-м Рамадане, в 8 году хиджри, было открытие Мекки. И победа пророка, саллаллаху алейхи вассалам. После этого начали группами, толпами заходить в ислам люди. И весь Мекки ислам приняла. Это было 23 числа Рамадан месяца 8 года хиджри. А сейчас 1445 год хиджри. В 92 году хиджри, 28 Рамадан месяца было открытие Андалус. Испания в данный момент. Во главе Тарик ибн Зияд, рахимахуллах. В 28 Рамадане. Известная битва между Салахаддином и крестоносцами была в 583 году Рамадан месяце. Эта битва называется Хюттин. В 658 году хиджри Ма'ракату Айни Джалут. Битва Айни Джалут, который во главе Сайфуддин Кутус, рахимахуллах, который был против монголо-татаров.
рядом с городом Насира в Палестине. Битва Айн-Джалут, который первый, один из известных битв против монголов, и который выиграли мусульмане, Сайфуддин Кутуз, рахимахуллах, это была битва Айн-Джалут в Палестине. Палестина, земля благословенная. И сейчас тоже там идут битвы, Рамадан месяц, наших братьев бомбят. Мы голодают за то, что мы просто не кушаем, хотя и скушать за то, что разодержим. Они голодают за то, что нету кушать. Из-за этого, братья мусульмане, помогайте им своим имуществом. Как вы сейчас голод чувствуете? И знаете, через 5-6 часов заполняйте свой желудок, есть кушать. Но наши братья в таком положении, как ты сейчас находишься, еще хуже, уже месяцами голодает, кушать нету, трава варит и кушает траву. Из-за этого, хотя есть возможность донести до них имущество. Алхамдулилля, на нашем канале, телеграм-канале есть реквизиты, кошелек, криптовалюты. Кто хочет помочь им, можно перечислять. Алхамдулилля, доходят до них деньги, они оттуда хотят дорого, но покупают. Мы знаем, очень дорого там еда сейчас. Картошки, килограмм картошки стоит $15-20, потому что нету, мало, из этого эти цены поднимают. Я спрашивал, за сколько можно одного барана зарезать? Они сказали, $800-900 один баран. $800-900. Потом я посоветовался с ним. Они сказали, не обязательно мясо, чтобы было. Главное, чтобы от голода не умереть. Хоть фасоль варит, хоть кашу сварит из любого крупы. Это больше лучше, чем одному барану отдать $800, и малым людям хватило. Лучше кашу сделать за $800 и 1000 людей кормить. Из-за этого есть возможность, братья, кто хочет помочь нашим братьям, если кошелек криптовалюты, то причислить, а их деньги доходят им. Алхамдулилля. Рамадан месяц. В 857 году, в 1453 году, по христианскому календарю, был открыт этот город, в котором сейчас я нахожусь, Константинополь, сейчас Истамбул. Его называли Исламбул, потом переименовался на Истамбул. Его открыл Мухаммад Аль-Фатих, рахимахуллах. Мы знаем город Акка. Город Акка – город Палестины. В 1213 году, Рамадан месяц, там была проигрыш Наполеона. Там был проигрыш Наполеона и проиграл. Это тоже было Рамадан месяц. Такие истории, это очень более яркие истории. Очень много историй, битвы, исторические битвы есть в прошлых веках, которые были в Рамадане. А Рамадан месяц в нашем веке очень много битв, потому что раньше даже битва была 2-3 дня. Была, и кто-то выиграл, кто-то заканчивался. А сейчас годами шли. Мы знаем, Кавказская война, Чеченская война, война имама Шамиля, они же в Рамадан месяце не отдыхали. И Рамадан месяц воевали, и не в Рамадан воевали, их войны шли, потому что нынешние войны очень длительные. Раньше, когда если было несколько дней, война шла, и кто-то выиграл, кто-то проигрывал. А сейчас войны годами идут. Из-за этого, братья мусульмане, месяц Рамадан не является месяцем отдыха. Месяц Рамадан является месяцем поклонения, месяцем приближения к Аллаху Субханаху ва Та'аля, месяцем пожертвования. Пожертвуйте на пути Аллаха вашими имуществами, вашими душами, чтобы Аллах Субханаху ва Та'аля принял вас и простил вас, и освободил вас и нас от огня ада. Амин, амин, амин. Алхамдулиллахи Раббил Аламин.